20 декабря 2016 года глава Республики Коми подписывает закон, принятый Государственным Советом Республики Коми, в котором говорится о критерии нуждаемости при оплате за детский сад. Говоря простым языком, принятый закон отнимает компенсацию, гарантированную федеральным законом, при оплате за детские сады у родителей. «31 января 2017 года в Коми вышло постановление регионального правительства, которое повергло в шок жителей республики. Компенсация родительской платы за детский сад с 1 февраля 2017 года положена не всем, лишены льгот и многодетные семьи. Министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми заявляет, что назначение компенсации родительской платы на принципах адресности – это мера господдержки тем, кому она реально необходима. Теперь на детях начали экономить. О какой нуждаемости вы говорите, уважаемые? У нас тарифы на детские сады уже как билет до Марса. Это когда кончится, то достали. Выгнать предлагаю с теплого местечка эту госпожу Михальченкову и поставить адекватного человека на ее место. Терпению народа приходит конец. Еще немного и дешевле революцию сотворить, чем так жить. Ну и вот итог. У меня 3 детей. Платила за детский сад 572 рубля, в новом квитке 3060 рублей. Ну что, девочки, обрадовать нечем. Я уже сегодня писала, что директоров детских садов срочно приглашали в желтый дом. Оказывается, в каком-то саду воспитатели собирают подписи и агитируют родителей на митинг. Приказ такой: не допускать сбор подписей на территории садика, никаких собраний, а то по шапке получит воспитатель или вплоть до увольнения. Девочки, срочно нужна няня на завтра для активной мамочки, которая будет сражаться за нас. Уважаемые мамочки, среди нас есть активная мама, которую вчера мы так усердно искали, которая будет представлять наши интересы. Нам нужны 1-2 бабушки, которые не пойдут к вечному огню, а погуляют с детками этой решительной мамы. Выступавшие против отмены компенсации за детские сады многодетные родители Сыктывкара встретились с чиновниками на улице. И сегодня глава поручил администрации города Сыктывкара отменить принятое решение в отношении многодетных семей. Поэтому решение это сегодня же будет отменено. Отмену компенсации чиновники называют ошибкой городской власти. Девочки, это правда, льготы многодетным вернули. Нам это говорили чиновники, которые вышли к нашему собранию у Дома печати. Ура, мы сила. Это Катюша и Женечка. К сожалению, так сложились обстоятельства, что в следующем месяце из-за главы Республики Коми, Гопликова СА и предателей народа, депутатов ГЭС Коми, они, скорее всего, не пойдут в детский сад. Убрав льготы за садик, слуги народа лишили нашу семью возможности его оплаты, а муниципальные власти Г.Ухты в лице Османова также остались безучастны. С 1 марта получено официальное согласование о проведении пикета в Ухте. В воскресенье 12:00, Комсомольская площадь, стартует пикет против закона Республики Коми номер 144. Этот акт, по сути, лишил многих родителей компенсации за оплату детского сада. Эти льготы установлены федеральным законодательством, но у нас на месте. Решили, что это излишне. Я здесь проработала практически всю свою жизнь. Вышла на пенсию. Мы какие-то льготы получали. С нас убрали эти льготы. У меня дочь, она многодетная мама. Льготы тоже поубирали. Ну как так можно? Он пришел, когда этот господин Гапликов, он столько много наобещал. И то сделает, и это сделает. Но, по-моему, еще пока ничего не видно, чтобы что-то он сделал. Я сама являюсь многодетной мамой. У меня 4 детей. 2 из них посещают дошкольное учреждение. То есть, если мы платили раньше 5000 рублей за 2 детских садика, да, то сейчас на данный момент мы будем платить 7. 2000 рублей для нас очень большая сумма. Эти деньги мы могли бы направить на дополнительное образование наших детей. Извините меня, с 2014 года нам зарплату не поднимали, коммуналка растет, цены на продукты растут, еще и компенсацию забирают. То есть 60 тысяч на семью из 4 человек, это считается уже человек богатый и может платить за садик в полном объеме. А
кружки все платные. Пикет на Комсомольской площади был законным и официально согласованным. За последнее время таких примеров в Ухте было очень немного. Пикет – это ведь уже следствие, это уже последний крик души, последняя, скажем так, инстанция, потому что были нами предприняты шаги вот за последний месяц. Действительно, ведь очень много в социальных сетях этот вопрос поднимался, в блогосфере, и это уже, скажем так, ответ на бездействие властей. Примерно через час пикета произошло событие, которое было, наверное, ожидаемо. Подъехала полицейская машина, в которую посадили оператора квадрокоптера, который производил съемку пикета. По неофициальной информации, причина – не согласовали эту самую съемку. Присутствующие на месте сотрудники полиции комментировать ситуацию отказались. Адвокат Роман Койдан подает в Верховный суд Коми иск о признании закона РК номер 144 недействующим. Верховный суд Коми вынес определение о привлечении к участию в деле главы Республики Коми, Гапликова. Закон об отмене компенсаций на детей – это была его инициатива, и под законом подпись главы Коми. В ночь музеев прошел одиночный пикет за возвращение льгот на детсад. После отмены компенсации за детсад, я сильно разочаровалась в правительстве Коми. Я считаю, что место нынешнего правительства Коми в музее, как отжившего свое элемента, заявила активистка Татьяна. В соцсети она получила большую поддержку. Друзья-единомышленники, напомню, что 23 мая в 10 часов в зале Верховного суда состоится заседание. Рассматривается дело об отмене компенсаций. Койдан, мы с тобой. Суд по делу о компенсациях объявил перерыв до завтра 14 часов. Мыльная опера продолжается, процесс по делу компенсаций затягивается. Очередной перерыв до 25 мая 10 часов. В Коми суд отменил закон 144 РЗ о компенсациях за детские сады. Верховный суд Коми отменил региональный закон 144 о компенсациях по оплате детсадов. Роман Койдан добился отмены закона 144, родителям вернули льготы на детский сад. Жители Коми отстояли право на компенсацию детсада.